решил занять небольшую нишу в этом большом хозяйстве. А получилось, бизнесменом занялись правоохранители. На казанскую компанию, она устанавливала газовое оборудование в квартиры, завели уголовное дело. Вменяли проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности. Компания начинает лихорадить, сотрудники начинают потихоньку увольняться. А мы ведь туда вложили деньги в этих сотрудников, мы их обучали. С нами начали расторгать договора физические лица. Спустя 5 месяцев было решено, что некоторые нарушения все же есть, но на уголовное дело это не тянет. Его закрыли. Сегодня представители следствия, прокуратуры и юристы-общественники выясняли, почему расследование шло так долго и нужно ли было его вообще начинать. После проведения достаточного объема следственных действий и получения необходимой информации, позволяющей сделать те или иные выводы, уголовное дело прекращено за отсутствием события преступления. Таким образом, я считаю, что нарушений в действиях Следственного комитета в данном случае никаких не имеется. Я считаю, что все эти мероприятия могли быть выполнены в ходе доследственной проверки без создания дополнительных рисков для предпринимательской деятельности заявителя. Безусловно, вот эту ситуацию я прокурору республики доложу, мы отдельно посмотрим и законность действий наших сотрудников, которые согласились с постановлением о возбуждении уголовного дела. Еще один бизнесмен под следствием – руководитель фирмы, что завезла в Россию ветеринарный препарат из Армении. Как настаивает Россельхознадзор, этого было делать нельзя. Но часть юристов полагают, возможно, разрешение априори дает международные соглашения Евразийского экономического союза. Приоритет у нас все-таки имеет значение международный договор. Но Россельхознадзор, он уполномочен на ведение реестра, то есть реестр они уполномочены вести. Это да. Этого препарата в реестре препаратов, подлежащих распространению на территории России, нет. А вот дальше, да, таможенный союз, попадают ли ветеринарные лекарства или нет, мы ждем соответствующих разъяснений от уполномоченного органа. Разбираться в таких сложных ситуациях призван Центр общественных процедур. За 8 лет, что в России действует это объединение, к ним обратились более 1500 бизнесменов. Уже можно сказать, что каждое пятое дело, которое получают общественно-публичную поддержку в рамках ЦОП, получает потом поддержку, и это заканчивается либо прекращением уголовного преследования, либо какими-то частичными смягчениями в отношении предпринимателей. В Татарстане ЦОП пока только делает первые шаги. Это заседание было дебютным. К юристам-общественникам обратились 4 предпринимателя. Новая общественная структура станет подспорьем для бизнес-омбудсмена республики. Мы будем передавать как раз Тимуру Дмитриевичу, уже там обозначив просьбы, свои запросы, куда, например, следует направить, может быть, запросы, куда обратиться. И дальше Тимур Дмитриевич уже будет определяться по продвижению этого кейса. На такие публичные обсуждения ЦОПовцы республики планируют собираться регулярно, по мере поступления к ним обращений. Дмитрий Аверинин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань.